Абсолютно вся интеллигенция нашей республики, начиная со старшеклассников, в то время были полны одной идеей. Любой обстановке принять участие в восстановлении этой республики, пока кто-то не одумался там, в Москве или здесь у нас, в Грозном, отменить это восстановление указа, а это на грани было. И тут это цадалит речь, Джима Воку, Шавеги, Цахдег, Йоц Таро, Йоц Квартира, Шадеги, Дита Дитен. Асудир Терта, Асмичаху, Хал Дертя Волкбош, Ишт Ардельдер Адам. Это раздражало в руководстве, в обкоме и в правительстве. Ни одного нацмена тогда ни в обкоме, ни в правительстве не было. Наоборот, провокации устраивали, чтобы столкнуть местное население с прибывающими. Какая была необходимость горцам и тункалинцам, шатовицам запретить поселяться на своих старых местах? Нет, идите вот сюда, Теркистей, на Ур, потому что там жили чисто ставропольские русские казаки. Цибеба оячен поселяться дал. А конфликт цер хубал шей чааш почнахан хатеви ан волсоцан хоклу цекето. Такой же самый был и в горах. Нажию ташу тахвек масома, там они заняты. Грозный центр области, город с 200-тысячным населением. Это самый южный из русских городов. Никогда власть не помогала освободить квартиру, заранее освободить. Наоборот, постройте там, и вы не по программе приехали, не по плану приезжаете, вы самовольно едете, бохош. Конфликтную ситуацию создавали. Особенно в Асеновске, где тоже казаки жили, это конфликтная ситуация была. И тогда без всякого, а единственным по совету Гайрбекова, который тогда был уполномоченный по возвращению переселенцев в Чечню, цо ала оли интеллигентчик, Мухаммади, Халиди, Иштагая Бахараш, Дасас Дол Харшу, правительство хотели, чтобы вот наша семья законфликтовала с семьей, которая поселилась, живет в моем доме. Я должен на улице сидеть во дворе, мои дети через неделю голодные, ты сам голодный, а что делать? А он сидит. Он говорит, нет, меня в государство сюда насильно когда-то переселило, когда вас выселили. У меня некуда возвращаться. Хочешь, в крайнем случае, купи. Ты свой дом должен купить. За что ты можешь купить? Ты же вернулся. Халдель бац, у людей хватило средств доехать сюда, занимать вагоны, контейнерщик, хедек. Через неделю на руках казахстанские несчастные гроши кончились. Вот должен был возникнуть пожар. И вот тогда Союз писателей абсолютно всех, Нурдин Музаев, Саидбей Арсалов, Бакир Бар, это чисто по-человечески. Давайте разъедемся по республике, по районам. Арбиты свой район, он один свой район. Нах бистрыш, собрди алхараш, бухурч гасках, Сюриях, грузины сидели там, и куча района. Корцет белш, собрда халар. Вы йоддел бахан мадакет алхар. Вот такая задача. Али, вы атедахинца коби бутбар. У нас это началось в основном июле месяца, эти шатания. Абузар и Шима Акоев во что бы то ни стало захотели, чтобы Арби поехал выступить перед людьми на Жиюрт. Абузар захотел, чтобы он туда поехал. А Шима был моложе Абузара. И Арби говорит, Шима, они оба были учениками у Арби. Абузар Вокувар,
Цахар волча, айн так шу дол чуй дол доа, лишь уговорит меня. Чем так не отставал от их двоих, с ними же уехал на Жиюрт. И вот там Абузар устроил встречу Арби с людьми во дворе школы. Арби собрался, массу ладьё, что ли. Гулди Бог, Айчан, людей не надо было, не толкать. Там, все сбегались, потому что он ладьёш, аж маду массу адам. Моментально весь двор адам гулдел, цан халха. Арби выступает. Иш собор дахарыш, вой бахандах, махалеру агитации. С халымду, сату, дала худит, вой ахинце генадер. Вой даймах тахильчани. Соборду мегадера, вой этас юру мет стигл, ще поэтер, юру мет стигл ер. Гюлмет, вой дох лат дер. Таджим сату хар ихил вашил. Цани бег бац. Выбег Бошума, да ну и так далее. И вдруг в толпе появляется человек, Абузар шейх Гергерош, завхоз этой школы, который вырвался из восстания в Грозном. Грозный был окружен солдатами, это я хорошо помню. И Чуцубахки-то, Арцеболи-то. Но вот этот завхоз удалось ему вырваться в ту сторону, как раз попал на этот митинг. Он не знает, в чем дело. Хал Арби схудит цагацун. О, Арби. Хайнта асшлаттин. Азып дитстин. Хоид царк хавел. Цан года шухал. Он не понял, в чем дело. Хо иштвала галит восстание. А отец не знал. Отец выехал 2 дня до этих восстаний. Ишт галит до восстания ночью. Ценош, дагош, по карвель, вышел, так это преувеличенно преподнес. А и гаски, милиционеры, гичи, гаски, гичи, нет, отец. Но милиционер, погон шел, милиционер, гичи, отец скрипел зубами. Он ненавидел, но он терпел. Я ему даже делал замечание. Цеях точно хатся, цеях, сынок, отец, мы еще не привыкли друг к другу, даже час не сидели амелда, потому что хайшихелер, харцавен оли хайшихелер, и что возбужденный дол, их молодежь, это. Сухавиен аль, ах ушба, ютханан карин аль. В общем, постоянно дом был занят. Мы жили по Ленина 56 Грозно. Я всегда спал во дворе, было лето. Чух вижмет тикцали. И вот еще ловушь дол, лайла лил швалара. Цо ицелч он восстание ночью боюсь была. Отец не вынес. Сердце суток подвело. Он тут же за столом ударил кулаком. И тут же у Абузара на руках скончался. Мы в Грозном с матерью не знаем, что он умер. Мы знаем, что он там. Там же с секретарем райкома партии работал Тадешич Мамакая Альви, участник войны, начальник политотдела полка Усакки Виса и Толял. Личность такая, сильная личность. Он там же и присутствовал тоже в школе. И от нас скрыли его смерть, чекисты. Ачхиттен на маскарюртунах Абузар, кто на верхом, кто на мотоцикле, кто на велосипеде. В общем, шехиль, транспорта нету. И до Адахши хотели привезти его. Но солдаты встретили автоматной очередью. До Адах, на всех людей вернули назад. До Адах. До Хогари Тхона Техаца Дахаш. Они обход через Асиновскую, через вот такой моздок привезлись в это село, вот в этот дом. Нам ничего не говорят. Я еще в этом селе после Казахстана еще не был, не успел. Вдруг к нам в Грозном в квартиру являются русские ребята
с ними Эльмурзаев Сираж Дебох, фольклорист, известная личность, тоже незаслуженно забытая личность. Пожалуйста, пройдите с нами, она русские посадили нас в милицейскую машину и везут, не говорят, куда, что. Узнаете, узнаете. Цойтон мать и я. Все-таки Тихохин ошел и ночи, видимо, дал знать матери, что случилось. Я не знаю. Но она выдержала. Тоже в жизни несчастная женщина была, терпеливая, хотя ей было 36 лет всего было. Тогда моей матери, она Джимюка, там, все-таки мудрости хватило, что мы доехали. Народ здесь на улице. В чем дело? Никто ничего не... Даже мать мне не говорит, куда мы заехали. Я вот в этом помещении, в среднем, в этом доме, патефон был, он и сейчас стоит, этот патефон. Никого не знаю из этих людей, ни из родственников. Патефон лёгш, изолирован от всех незнакомцев, сижу, и вдруг, значит, ты что делаешь, Эдик? Ты не знаешь, он хохольца, он хохольвай. Так это же отец твой умер. Как это мой отец? Я говорю, отец, наживешь. Нет, ну и рассказывай. Они подняли на кладбище. Я говорю, Владимир хотел убедиться, что это он. Я знал, что да, можно и не узнать, но я знал, что я никогда не ошибусь в его ногах. У него 4 пальца безымянные, соседние на ногах в Магадане были отморожены. Он был без этих 4 пальцев. Я бросился открывать у ног, а старики говорят, да нет, не надо. Смотрю, нет 4 пальцев. Потом я только посмотрел на лицо. Тут же подняли, понесли, похоронили. Я Таханячен. Первая могила после возвращения чеченцев на нынешних кладбищах. Все другие могилы были стерты после нашей высылки, а плиты на чурч были использованы как фундаменты, ну, как везде, как фундамент. Вот в музее я некоторые этих из фундаментов выковырял, на которых надписи есть. Храню здесь в музее. Я через некоторое время по своему усмотрению чурт заказал газгородок. Только там тогда производились эти чуртыши. И на русском языке впервые на кладбище, на камнях написал, что Арби Мамакаев родился такого-то, умер такого-то числа. Я за воскресенье не успел поставить чурт на могилу. Через следующее воскресенье приезжаю, чурт лежит прямо на бугре, на кладбище. Лежит, дадёндаться. Я говорю матери, ой, харгуду, даханцата. Елха. Она говорит, молно, даться дуйтиш. И бокуть. Омета өрсемата яздин дубо. Цунно, цадон. Я тебе скажу, это, наверное, тронанил, что у меня такой гнев охватил. Самол этяцевич. Эс и чурт дадон, шамадыр. И по сегодняшний день и чурт шамадыр, и шлячу азламадугар. К сожалению, вот этот вошедшее солнце надо мной и над моей матерью, которая тоже более 14 лет ждала его, просто погас.
Если бы не было среди окружения Арби и порядочных друзей, верных людей, Арби сегодня никто бы не знал, в том числе и я. Потому что все боялись произносить даже его имя. Но тем не менее, эти друзья, Магомед Мамакаев, Халид Ашаев, Саидби Арсанов, Эдилов, Мусаев, ну кто их, абсолютно все меня приняли как за своего сына. Они прекрасно знали историю мою с отцом, знали, что я даже не успел назвать его именем, назвать ни он, ни я. Исавери Ханях, Хамидов Абдулхамид, это автор Сутурбиев, там пьесы, это его первый друг. Вери Ханях, Хад Иштварон, Виштварон, Мегардацон, Отан Хан Дюнда, Тодон Ханаост, Вох Мауна Богош. Каждый из них до своей кончины своего рода был моим опекуном. И институт они заставили меня кончить. Я в основном отдал все это творческое, скажем, время, начиная после смерти отца по сегодняшний день, исследованию творчества отца, сбору его опубликованных, неопубликованных вещей. Он умирал нереабилитированный, запрещенной публикацией. Мне вон какая стояла задача, чтобы он все-таки народе остался не врагом Советского Союза, а сыном, скажем, своего народа. Вот это было немножко сложно.